Хандыге в горно-геологическом техникуме со второго семестра у студентов всех курсов возобновился очный формат обучения. Уже с 25 января студенты начали заниматься в привычном режиме, сидя в аудиториях, а не за домашними компьютерами. На удаленке студенты горно-геологического техникума находились с марта прошлого года. В сентябре за парты смогли сесть только первокурсники. Но уже с 30 октября были вынуждены перейти на дистанционный формат обучения. С 8 февраля они вновь возвратились в техникум. Очное обучение в техникуме началось поэтапно. С 25 января приступили 3-4 курсы, с 1 февраля вторые курсы, с 8 февраля уже первые курсы. Я очень рада, что студенты наконец приехали, что у нас началось очное обучение. Посещаемость студентов почти в моей группе 60-70%, а в других группах уже 100%. Я приехал с Татинского улуса. В данное время учусь в группу МОГР-20. Это получается бульдозеристы. Сейчас вот начали учебу очно. Приехали в общежитие. И этим рады, потому что мы до Нового года учились дистанционно. Ну тут проживали мы, но дистанционно было все это. А сейчас вот начинаем учиться очно. Всем доволен. Условия есть. В коридорах и аудиториях должны соблюдаться все меры пандемийной безопасности. Здесь в каждом кабинете рециркулятор. Важно то, что многие студенты и преподаватели уже привились от коронавируса. Но расслабляться никому не стоит, ведь ухудшение ситуации может вернуть на удаленку. А пока радость. Многие очень ждали, когда можно будет снова приходить в техникум. На днях я приехала с дома, с Амиконского района. И на этой неделе приступили к учебе. Дома было очень сложно учиться в 4 стенах на дистанционном обучении, потому что я с крайнего севера, получается, у меня были проблемы с интернетом. А сейчас на очном обучении эмоции только положительные. Встреча с друзьями, встреча с преподавателями, живое общение. Наименьшие потери от прыжков очное обучение, удаленка, обратно понесли учебные заведения, заранее внедрившие в образовательный процесс цифровые технологии. Горно-геологический техникум в их числе. В этом учебном заведении еще с 2018 года педагоги готовились к цифровой трансформации образовательного процесса. И нагрянувшая пандемия коронавируса только ускорила этот переход. В сжатые сроки преподаватели, мастера производственного обучения прошли курсы повышения квалификации, внедрили электронное обучение. Дистанционная форма обучения у нас велась в онлайн-формате через приложение Zoom. И для того, чтобы обучить дистанционно студентов, мы предоставили для преподавателей рабочие места, то есть оснастили, выдали всем компьютерное оборудование, ноутбуки, веб-камера и также увеличили скорость интернета. А те студенты, у которых скорость интернета не позволяла обучиться онлайн, либо у них там по техническим причинам не было возможности обучаться онлайн, обучались у нас через платформу Moodle. В этой платформе Moodle были загружены лекции, презентации, учебные и оценочные материалы преподавателей. Поэтому у нас дистанционная форма работы велась, можно сказать, непрерывно. Тут пандемия показала, насколько, наши студенты профессионально ориентированы. И те, кто действительно хочет получить профессию, специальность, любыми путями все-таки выполняли домашние задания и всегда были на связи. Также у нас преподаватели в это время занимались индивидуальным планированием своего развития, много работали над переорганизацией своих образовательных программ. То есть они именно адаптировали рабочие программы, которые были нацелены на традиционную форму образовательного процесса, под дистанционное образование. Удаленный доступ обучения сложен для восприятия студентами и недолюблен преподавателями из-за отсутствия прямого контакта с обучающимися. Все занятия, консультации, экзамены, зачеты были организованы преподавателями в удаленном доступе. И стоит большого уважения труд и тех, и других в этот нелегкий период обучения. Я с села Хатырык, Нанского района. Нанцы – это сельскохозяйственный район. Я хотел стать промышленником. Промышленный район сюда приехал. Техникум узнал от старших братьев.
они другились по другой профессии. Я стал обогатителем, но на этом не хочу останавливаться, я хочу поступить в университет. В семье я хочу стать первым производственником. Я сам местный, поэтому о горно-геологическом техникуме знаю с момента его постройки. Меня очень заинтересовала профессия обогатителя. Во-первых, она интересная. Это отделение полезного минерала, например, золота от пустой породы. И во-вторых, что меня привлекла эта профессия тем, что она денежная, там большие зарплаты. Моя семья связана с добычей золота уже не только мной, а мой отец работает в золотодобывающей организации. Я хочу пойти по его стопам уже. Очень надеюсь, что смогу устроиться на работу здесь, в Тампонском районе. Здесь запустят в сентябре месяце новую обогатительную фабрику в Нежданинском. Несмотря на такой нелегкий период, горно-геологический техникум не стоял на месте, а продолжал развиваться. Буквально перед новым 2021 годом в рамках национального проекта образования состоялось открытие 2 кабинетов республиканской площадки «Цифровая образовательная среда». Для мобильных классов приобретены 2 интерактивных комплекса, 30 ноутбуков для студентов, а также 6 ноутбуков для административно-управленческого персонала и 2 для преподавателей. Цель проекта – обеспечение равных условий качественного образования детей вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления обучающимся и педработникам доступа к платформе «Цифровая образовательная среда». В данном классе идет подготовка по правилам дорожного движения, по безопасной эксплуатации самоходных машин и также по эксплуатации машин и агрегатов. Уже можно в процессе подготовки прямо на доске рисовать ошибки, счетить какие-то схемы, направления движения автомобилей, и так далее. Также видно, что студентам это тоже интересно, студенты тоже пробуют работать на интерактивной доске. Удобно, что есть выход в интернет. Когда мы вышли из дистанционного обучения, нас очень удивило то, что у нас появился новый класс информационный, там, где есть у каждого свой компьютер, рабочее место. Там вводы очень удобно, так как раньше мы делали только на проектах, и тут сейчас сами решаем и узнаем, и сразу же объясняют наши ошибки на большом экране. Поэтому очень удобно иметь такой цифровой класс. С возобновлением очного формата кипит жизнь и в общежитии. Каждый день со всех уголков республики прибывают иногородние студенты. Здесь также строго придерживаются санитарно-эпидемиологических мер. Это и бесконтактная термометрия 2 раза в день, масочный режим, дезинфекция помещений. На этажах установлены приборы обеззараживания воздуха, антисептики. При заселении в общежитие студенты предоставляют справки об отсутствии COVID-19 и эпидокружении. На период очно-дистанционного обучения администрация техникума подключен Wi-Fi, что позволяет студентам полноценно обучаться по всем дисциплинам. В общежитии работает студенческий совет, где председателем является студентка 4-го курса ОПИ-17 Атласова Юля. Каждый день за санитарным состоянием комнат следят студенты-контролеры, старосты по этажам. Особое внимание уделяется досугу студентов в неурочное время. Еженедельно проводятся тематические мероприятия. Студенты посещают различные кружки, секции и активно участвуют в онлайн-конкурсах, акциях, задействованной в волонтерской работе. Я соскучился по общаге, по обучению. Учиться в Зуме было не очень просто, так как ленился, и с интернетом проблемы. Я в Хандыге с октября месяца вступил в волонтерский отряд. Мы с ребятами относим еду, лекарства дедушкам и бабушкам. Я вступил в волонтерский отряд, так как считаю, что в это трудное время нужно всех поддерживать. Сегодня в общежитии проживают 95 студентов. Примечательно, что многие поступают в горно-геологический техникум по стопам братьев или сестер, или же все вместе, как братья Ивановы из Асыльского наслега Тампонского района, или 3 братьев Климовских из Верхневилюйского улуса, которые известны в республике как участники шоу-проекта «Ты супер» на НТВ. За это время много что произошло. Из-за пандемии мы уже не можем
выступать, репетировать со своей группой. Сейчас уже группы-то уже почти нет, потому что наш старший брат окончил уже техникум, сейчас поступил в СУФУ. Тем более еще плюс через некоторое время я на производственную практику уже уезжаю. Когда выступаешь, ты же видишь эмоции вот так. А заочно этого все не видно же вообще. Из-за этого как-то неудобно так выступать через экран. Ой, не очень. Нам повезло, что мы, первокурсники, жили в общежитии, мы могли учиться до 25 декабря. Пришли в общежитие 25 января после каникул хороших. Продолжаем учиться. В этом году я получу диплом и хочу поступить на работу в Неждальнинскую золотодобывающую компанию. Чтобы учиться дистанционно, в общагу был проведен Wi-Fi. Чтобы, если у кого интернет исчез, можно было подключиться к Wi-Fi и подключиться к Zoom, к уроку. Для ребят созданы все условия для проживания и отдыха. Свой досуг они проводят в компьютерной или теннисной комнатах. На каждом этаже есть кухня, комната отдыха. Среди студентов много талантливых ребят. Они участвуют в различных конкурсах, которые до сих пор проходят в дистанционном формате. Сейчас я готовлюсь к заочному фестивалю таланта ОЛХО. Заочно я выступаю впервые. Это как-то необычно. Раньше я выступала в народном коллективе НКПИ АЛК, Вильнюсский педагогический колледж, и выступала перед публикой. В поселке Ханныги я участвую тоже в разных соревнованиях, конкурсах хореографических. И надеюсь, после эпидемии я буду тоже выступать перед публикой. Сейчас самое главное, чтобы ребята продолжили обучение без провалов, перерывов и удачно завершили учебный год.